С удовольствием отвечу на всевозможные вопросы. Автор сценария Максим Мардашев. Это такой сценарист, который пришел из КВН и сейчас пишет серьезный сценарий. Это для вас не первый блин? Не первый блин, который Николам оказал? Нет, да, это у нас такой... Есть на татарском, есть на английском версии. На татарском мультфильм озвучивает ведущий актер Камалского театра все. Когда продолжение? Вот насчет продолжения, конечно, мы тут попросили наших персонажей, чтобы они попросили у зрителя, у заинтересованных лиц, чтобы, они хотят сняться в продолжении, и мы с удовольствием бы это нарисовали. Спасибо. DVD пока нет, но в конце вы видели на сайте стреланаследия.рф русскими буквами, стреланаследия.рф. Его можно смотреть, сейчас выложены, пока не все серии, потому что будет еще премьера в кинотеатрах. В Казани в 2 кинотеатрах будут показывать его. Производство мультфильма заняло 6 месяцев. Для какого зрителя вы это сняли? Мы считаем, что мультфильм создан для детей где-то Сколько Васе лет? 5 уже? Можно пораньше. Где-то, я думаю, от 3 лет где-то до 75 детишкам рекомендовано смотреть. Мультипликаторы считают, что нет старых людей, есть постаревшие мальчики и девочки. И я от чистого сердца желаю всем любить мультфильмы, не взрослеть. Может, кто-то Алину хочет спросить? Алина приезжала к нам несколько раз и добросовестно читала, перечитывала. Текст менялся сценарий. Мне кажется, на самом деле, что даже больше, чем 6 месяцев у нас заняло. Мне кажется, месяцев 9 мы работали над этим мультфильмом. Да, смотря откуда считать. Если считать от того, когда проект родился, тогда еще больше. Да. С Алиной получилась такая история, что вначале нарисовали персонажа, а потом, когда думали, кто будет озвучить, я сказал, у меня есть девчонка, которая прям похожа на персонажа. А мы думали, наоборот получилось. Сначала увидели Алину, а потом нарисовали персонажа. Нет, все было наоборот. То есть вначале был персонаж. Скажите, а какими историческими материалами пользовались при создании этого? Нас по поводу исторических материалов нас консультировал Институт истории Республики Татарстан. Да, то есть мы прямо на всех этапах сценарий нас смотрели, мы показывали персонажей, мы показывали эти, исторические всякие. Студия мультфильмов есть когда-нибудь? Студия мультфильмов когда-нибудь есть? Мы и есть, мы объединение Татар мультфильм называемся. Мы так скромно назвались в честь Союз мультфильма. Спасибо, да. Насчет того, что познавательно, мы надеемся, что если хоть один ребенок, посмотрев этот мультфильм, полезет в интернет и что-то начнет узнавать поподробнее, мне кажется, это такой, сегодня правильный способ заинтересовать человека историей. Да, у меня вопрос. В Москве остро стоит проблема ассимиляции, и часто из Татарстана говорят, что в Москве татары обрусели. Почему в вашем продукте, который вы привезли из Казани, мальчик русский, а девочка татарка? Да, это Роман Хабибуллин и Зулюха Иванова. Они от смешанных браков.
Конечно, этот вопрос, ну, такой, о нем можно долго рассуждать, но это реалии сегодняшнего дня, в принципе. В Татарстане это приветствуется. Второй вопрос. Почему в мультике вашем вы показали только одну часть татар, одну часть предков татар, это Булгар, и не показали основную часть предков тюрков, кыпчаков и так далее? Ну, мы рассказывали про свою территорию. Мы рассказывали про потомков именно тех, кто поселился на слиянии двух рек Камы и Волги. Значит, булгары это и есть турки, если говорить. Да. Они наследники. Это зависит от остальных татар, которые разошлись в другие стороны, если... Скажите, пожалуйста, а есть ли сюжет у вас на продолжение? То есть задумка какая-то есть уже? Какие? Ну да, конечно. То есть у нас есть несколько путей развития. Это рассказать какую-то с исторической стороны, то есть окунуться во времена Катрака, или писать новые сцены. Вот вы говорили о том, что вам нужна какая-то финансовая помощь. Вы скажите мне, пожалуйста, будет ли какая-то часть республикой финансироваться? То есть на какое процентное соотношение вы... Мультфильм создан на деньги Министерства культуры. Нет, я имею в виду, что вы планируете. Вы вот ищете меценатов, в смысле на продолжение, я так понимаю, да? Мы приветствуем меценатов, да, если кто-то хочет В процентном участвовать. соотношении какое вы можете, вы видите, в вашем видении? К сожалению, вот я отвечаю за творческую часть мультфильма, а есть у нас специальные люди, коммерческие директора, руководство, которые решают финансовые вопросы. Я вот, к счастью, к этому никакого отношения не имею. Будете ли вы использовать, можно я еще скажу? Один еще вопрос. Будет ли вы говорить вот здесь вот вы использовали мусульманскую сторону татар, да? Будете ли вы говорить о христианской стороне, то есть которые исповедуют христианство? Христианство, в смысле? Да, крещенные, в смысле, то есть как бы... Крещенных татар? Да. Там не говорилось, здесь говорилось как раз о мусульманстве. Это сценарий зависит. Да, то есть вот это сейчас я не могу про это ответить. В фильме, я не подсчитывал точно, но 3 десятка раз повторяется артефакт. Слово сравнительно новое и в русском языке. Что вы понимаете под артефактом? Я ни одного не увидел. Артефактом называется предмет, сделанный человеком. В смысле, сделанный руками. Артефакты называются. Искусство. Какой-то исторический... Стрела, артефакт. То есть любая археологическая раскопка может называться, по-моему, артефактом, мне кажется. Да. Что означает слово арте? Сейчас я... Факт. А что такое артефакт, я вас спрашиваю? Который 30 с лишним раз употребляется. В данном случае мы назвали, как вы понимаете, вот эти составные части стрелы. Стрелы. Осколки кувшина. Там кувшин. Молодой человек. Ислам, появился в Поволжье. Вопросу о исламе или христианстве. Ислам появился в Поволжье раньше православия на русской земле. Вы ни одного исторического факта сюда не ввели. Между тем, про булгар огромная литература в Татарстане, начиная с профессора Халикова, который раскопал столицу Булгара, Беляр, и масса других фактов исторических. Скажем, вы называете девушку, между прочим, глаза
и мальчика, и девочки производит очень сильное впечатление с художественной точки зрения. Вот. Это и голос озвучивающий. Но что касается исторической канвы, то ее нет просто. Надо вам познакомиться, если будете делать второй фильм, с трудами татарских авторов в Татарстане. Их теперь уже не десятки, а сотни. Скажем, в таком фильме не слышать, не видеть нам Сююмбека, это для татарина все равно, что про Россию смотреть фильм и не встретить имя Иван. Сююмбека – это героиня татарского народа. И держащий передо мной микрофон очень мне напоминает Сююмбека. Спасибо. Девушка, дайте еще ремарку. Наш уважаемый профессор Ахтамдзян совершенно правильно сказал. Вообще, Волжской Булгарии первая столица была город Беляр. Она недолго просуществовала, потом уже город Булгар был. А у вас вот в фильме, кстати, я подметил, что город Булгар, а о Беляре вы ничего не сказали. Спасибо. Я так могу ответить на это, что нас курировали, говорю, музей, институт истории, и они перед этим ездили в Японию. И они сказали, что в Японии очень много подобных продуктов, которые именно заставляют ребенка заинтересоваться историей, то есть уже реальные какие-то факты узнавать. Но наша задача просто заинтересовать, то есть донести какую-то информацию в такой игровой форме получается. И, конечно... Она должна быть правильной, не надо ее искажать на самом раннем возрасте. Вот это тоже Они же не искажали, Они просто не сказали. То есть это очень хорошо заинтересованы. Я считаю, что молодцы. То есть если какой-то ребенок нам напишет на нашем сайте, что ж вы делаете, это будет хорошо. Артефакты ищет Роман, а не Абдулла. Роман Хайруллин. Это артист. Мне вопрос такой. Работает ли Татар Союз мультфильм?